Успешные бизнесмены должны развивать свою малую родину. 24 октября глава государства в ходе рабочей поездки в Нарынскую область призвал предпринимателей, выходцев Нарынской долины, внести вклад в развитие регионов. Во время поездки президент принял участие в открытии социального объекта и встретился с жителями области. В городе Нарын президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии вручения ключей от квартир, построенных для сотрудников Комитета национальной безопасности. Обращаясь к ним, Сооронбай Жээнбеков напомнил, что их самая главная задача – это борьба с международным терроризмом, организованной преступностью, незаконной миграцией, наркотрафиком, религиозным экстремизмом, национализмом и регионализмом, подчеркнув, что в этих направлениях необходимо усилить работу. Кроме этого, напомнил, что народ ждет результатов работы по борьбе с коррупцией. Коррупция деген бул мамлекетти түбүнөн жеп, мамлекетти келечекте жок кыла турган бул жаман көрүнүш. Мамлекеттик бийликти элге иштетпей кое турган, эл менен мамлекеттик бийликтин ортосундагы биримдикти ажырата турган ушул коррупция. Ошон үчүн ушул коррупцияга катуу туруп, элдин рызкысына, мамлекеттик бюджетке кол салып аткан суук колдорду алардын баарын тең кесиш керек, үзүшүбүз керек. Среди получивших квартиры есть и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Глава государства отметил, что очень важно не просто бороться с последствиями чрезвычайных ситуаций, а работать над предупреждением и профилактикой, своевременно информировать население о мерах безопасности. Президент поздравил с новосельем присутствующих, пожелал им семейного счастья и уюта. Майлуу сүттүү болсун. Ушул жерден уулуулап кыз чыгарып, кудаларды тосуп, ушул үйдөн Кудайдан не тилесеңер, Кудайым ошо тилегиңерди берип, балалуу электер балалуу болуп, уулдуу электер уулдуу болуп, кыздуу электер кыздуу болсун, кыздуу болуп, ушул жерден, ушул үйдө бактылуу өмүр сүргүлө. Жильцы каждого дома получили от президента сертификаты на 200 тысяч сомов. В новое жилье заселились 24 семьи сотрудников ГКНБ и МЧС. Сооронбай Жээнбеков отметил, что государство продолжит работу над решением социальных проблем сотрудников, повышение их профессиональной подготовки, укрепление и обновление материально-технической базы. В городе Нарын состоялось открытие спортивного комплекса, построенного компанией «Газпром Кыргызстан». Участвовавший в мероприятии президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Россия – самый главный инвестор в экономику Кыргызстана. Россия менен биз тагдырыбыз бир, тарыхыбыз бир мамлекеттербиз. Россия биздин мамлекеттин эң ири инвестордун эң алдыңкы сабында турат. Мына Россия Федерациясы президенти Владимир Владимирович Путин менен жолугуп турабыз, расмий жолугушууларда. Ошондо дагы социалдык экономикалык байланыштар, маданий, гуманитардык байланыштар, аскери байланыштар боюнча дагы көп сөз болуп, алар боюнча да келечекте көптөгөн долбоорлор ишке ашат. В рамках программы «Газпром детям» в Кыргызстане построено 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. Всего в Кыргызстане будет построено 16 аналогичных спорткомплексов. Компания не ограничивается обеспечением страны ГСМ, новостроек природным газом, разных крупных платежей, созданием 1000 рабочих мест, но и реализует социально значимые проекты. В настоящее время строится школа, рассчитанная на 960 мест. В рамках рабочей поездки в Нарын президент Сооронбай Жээнбеков провел встречу с жителями города Нарын и Нарынского района, в ходе которого он сообщил о поэтапном внедрении единого реестра преступлений и проступков с 1 января следующего года. Өлкөдөгү кылмыш жанагы статистикасы бир колго тиет. Мурункудай кааласаң келип, алып алып, кааласаң жаап коюп, кааласаң тергөөчү чөнтөгүнө салып алып, же машинага салып алып, уголовный ишти бекитип алып, бизнес кылганда токтойт. Азыркыдай 2 жылда түрмөдө жата бербейт, чыга албай. 5 жылдап, 8 жылдап сот боло бербейт. Мына болуп атпайбы ошондой азыр? СИЗОдо жатат 9 айда, 1 жылдап мына жаткандар бар, чирип жаткандар бар. Ошонун баары токтойт мындан. Бардыгы тең, кылмыш иштердин баары тең көзөмөл болот. В то же время борьба с коррупцией в системе государственного управления будет продолжена. В этой борьбе важное значение имеет и поддержка населения. Качан уурдаган акчасын ада кыла албай калганда, ада уурдаган акчасына заңгырат үйлөрү салып, бизнесмен салсын. А бирок мамлекеттик бийликте иштеп алып, андай кылгандардын баардыгы тең
жокко тартылыш керек да. Биз качан ушундай арабызда орусча айтканда атмосфера түзмөйүнчө ал коррупция калганда жүрө берет. Ала коркуш керек, элден коркуш керек. Ал үчүн биринчи мына мен баш болуп ушул жерде отурган бүт жетекчилер өзүбүз таза болушубуз керек. О социальной ответственности бизнеса говорили на этой же встрече. Президент Сооронбай Жээнбеков призвал предпринимателей Нарынской области внести вклад в развитие своей малой родины. Бишкектин жарымы Нарындын чоң бизнесмендери. Абдан доллар миллионери, сом менен миллиардерлер бардыгы бар. Мен жакында топтойн деп атам барын тең. Элге кызмат кылыш ошол колунда бар. Бизнести билге мүмкүнчүлүгү бар балдар, акчалар бар бардыгын тең. Болбосо биз берели деп атам. Элкен айтып мөкөнү. Биз берели. Россия Кыргыз фондуна мынас бурдук. Айыл банктан берели. Ошол тери, эт, жүн, сүттү алып чыккыла сыртка. Глава государства отметил, что судьба страны в руках каждого из нас, и каждый сможет внести неоценимый вклад в развитие регионов. Призыв президента к бизнесменам начали обсуждать в социальных сетях. Большинство придерживается мнения, что некоторые крупные предприниматели смогли основать свою бизнес-империю, но в погоне за прибылью делают акцент на торгово-развлекательных центрах, местах отдыха. Другие пользователи соцсетей посчитали, что крупные бизнесмены – выходцы не только Нарына, но и других регионов. Даже составили список наиболее успешных по стране. Люди уверены, что и они могли бы внести вклад в развитие регионов. В интервью местному сайту наиболее влиятельные выходцы из Нарынской области поддержали слова президента. К примеру, Аскар Салымбеков рассказал, что помогает своей малой родине как может и в ближайшее время намерен открыть цех по переработке лекарственных трав. В будущем планирует построить в области завод по производству чипсов. Экс-мэр Нариман Тюлеев планирует построить крупный торговый центр в городе Ош и уверяет, что обеспечит работой 3-5 тысяч человек. В прошлом крупный бизнесмен, ныне депутат Чыныбай Турсунбеков, также поддерживает обращение главы государства. По его словам, в настоящее время занят проектом по привлечению инвестиций из Европы. По его словам, он до этого построил детский сад на своей малой родине. По мнению горожан, неправильно все перекладывать на плечи государства или инвесторов. В других странах широко распространена практика социальной ответственности бизнеса. На самом деле необходимо, чтобы со стороны правительства развивались программы именно по развитию социально ориентированного бизнеса, чтобы бизнес получал какие-то привилегии, если они, например, будут строить социальные объекты. Я бы предложила, чтобы каждый бизнесмен вкладывался бы хотя бы в какую-то, выбрал бы для себя одну из школ и помогал бы этой школе. Приоритетом должно стать развитие именно регионов, будь это направление социальных объектов, будь это направление предприятий, заводов, фабрик, потому что и эти объекты создают нам рабочие места, на которых люди могут обеспечивать свои семьи, обеспечивать свои нужды. И считаем, что благоприятным для регионов является именно строительство социальных объектов, которые взращивает и выращивает хорошее, умное, качественное поколение. Бизнесмены, сказать, должны, но хотелось бы. И потом, если есть у бизнесмена возможность, почему нет? В современном обществе роль бизнеса и предпринимательства уже не ограничивается лишь созданием рабочих мест, материальных ценностей и извлечением прибыли. Достигнув в своем развитии определенного уровня, бизнес должен ставить перед собой новые задачи. Это добровольный вклад бизнеса в развитие общества. Это и возведение новых школ, клиник, учебных центров, объектов культуры и спорта. То есть осознанные инвестиции бизнеса в будущее. И чем бизнес цивилизованнее, чем значительнее становится его участие в социальной жизни своего города, региона, государства.